Женя, приветствую. Какую погоду нам ждать в ближайшие несколько недель? Петр, здравствуйте. Да, ты совершенно прав. С начала этого месяца лето выдалось очень жарко, и по некоторой информации на этой неделе погода будет зависимо снижаться. Но за более точной информацией мы обратились к начальнику гидромедцентра. Значит, сейчас в ближайшие несколько дней мы будем наблюдать немножко ослабление этой жары, потому что антициклон смещается к югу. Потому что с севера на него давит более холодная воздушная масса, поэтому по арктическим районам у нас хорошо похолодало. Там где-то, знаете, в среднем на 15, даже 20 градусов похолодало после довольно жаркой погоды. Поэтому там и осадки идут разной интенсивности. Но снега нет. Снега нет, хотя у нас в июле тоже он бывает. Ну что ж, это был прогноз на ближайшую неделю. Надеюсь, что в ближайший месяц нам все-таки удастся хорошенько позагорать и искупаться. Евгений, а какими лайфхаками по спасению от жары делятся горожане? Да, мы сегодня вышли на улицы нашего прекрасного города для того, чтобы опросить наших жителей и узнать, какими методами пользуются они. Кондиционер, много воды, шляпка, все. Я радуюсь солнцу. Я не спасаюсь. Просто принимаю его и все. Просто отдыхаем на даче в основное время. Только в город приезжаем по делам. Так, дышу глубоко, так все. И никак. Кондиционером, вентилятором, жизнью на даче. Зонтиком. Только это и спасает. Только зонтик спасает. Ну, и СПФ, конечно, солнцезащитный крем. Ну и легкая одежда. Все. Ну что ж, по моему мнению, все-таки в такую жару хорошенько, чтобы было не жарко, можно сидеть дома под кондиционером. Но если вы все-таки вышли на улицу, то не забудьте с собой взять воду и надеть головной убор. Петр, вам слово. Жень, спасибо. Ну а я напомню, на прямой связи со студией был наш корреспондент Евгений Байден.